Ну и снова здравствуйте, всем большой привет. Понедельник, 12 января. Вроде бы не так холодно по температуре, 21, где-то 22 градуса. Но прогноз говорил, что сегодня ночью уже будет 30 и холодает. Вот северяк, наверное, и дует сюда. В общем, выходные закончились. Все вышли на работу сегодня, ну и я решил проверить. И это, наверное, сегодня у нас предпоследняя проверка. Во-первых, ну, судя по результатам, посмотрим. Если результат будет нулевой, как и в прошлый раз, то сегодня еще наживляем. После мороза еще проверяем. И если пусто, то будем уже, наверное, поднимать. Все, хватит. Все, давайте приступаем. Приготовил уже одну лунку, она замерзла. Ну а потом буду по мере готовности готовить, проверять, показывать. Ну, в общем, давайте смотреть вместе. Если батарея не замерзнет, может быть, что-нибудь да увидим. Так. Ой-ой-ой, с ветром вообще не камильфо. Мальков осталось на разок. Все, если я шею не поймаю, то будем поднимать до весны. Хватит. Тем более ничегошеньки не ловится. Так. Ну-ка, что там? А, там ничего. Небольшая натяжечка есть. Может быть, мелкий налимчик или что. Все. Конец фильма. Бутылку убираем отсюда. Чтобы потом не долбить ее. Сразу сюда кидаем. Все, живцы кончились. Так, ну и смотрим. Вроде бы там кто-то даже, натяжка какая-то была. Вон малек живой. Верный признак того, что рыба не ходит. И оба живца целые. Сейчас мы их поменяем. Еще разик закинем. И потом уже все. Сделаем перерыв до весны. До потепления. Потеплеет. Закинем по новой. Но пока... Я понимаю, что-то ловилось бы. Я бы, конечно, поставил пару продольников. Можно проверить там на свежатинку немножко. Но когда раз за разом нулевой результат, не вижу смысла вообще заниматься этим бесполезным делом. На реке Печора в это время, в нашем течении, по крайней мере, рыба не ловится. Все. Закапываем, раскапываем, выдалбливаем дальше. И, в общем, дальше сами увидите, что и как. Так. Вторую палочку приготовил. Крючок уже с собой не таскаю. Как бы и без надобности. Так, здесь у нас тоже никого нет. Живцы сдохли. И все живцы на месте. И кажется мне, на всех остальных палках будет та же самая история. Если везде все будет пусто, ролик монтировать не буду. Смысл смотреть, как я здесь замерзаю, не вижу. Вообще, я думаю, интересного мало. В такую погоду возиться с водой, вот так вот с малявками, ну, приятного мало. Сейчас самое оптимальное рыбачить на лесной речке. Там хоть ветра такового нет, все равно в лесу оно теплее. И двигаешься, буришь, как бы согреваешься, все равно теплее. Но день еще очень короткий.
Но если поднимем палки, сидеть дома не будем. Соберемся, да все равно, наверное, съездим куда-нибудь с разведкой. Проведаем наши лесные речки. Отметимся. Твою мать. Ну не двигайся, ты замерзнешь, ёпа мать. Давай, ловись, рыбка. Малая велика. Напоследок что-нибудь да. Дай хоть серьезного, красивого. Без рыбы мы, конечно, не сидели. Половили, поймали. Но и на том спасибо. Так, третий пошел. Опачки, опачки. Течение здесь. Не, здесь тоже ничего интересного. Ёршик полуживой. Малек дохлый. И малек дохлый. В общем, все мальки на месте, все живые были когда-то. Так, еще одну палку, скорее всего, пустую отковыряли. Ай. Ну да, натяжки нет. Натяжки нет. Малек живой. Второй тоже живой. Это все я могу с уверенностью на 90% сказать, что сегодня рыбы мы не увидим. 90, но не 100. Так, не знаю, что я снимаю. Ролика, скорее всего, не будет. В общем, ни одной поклевки. Все живцы на месте. Это 100% предпоследняя проверка. Так как насадил еще один раз, оставлю. После морозов буду уже поднимать. Все. Навряд ли мы сегодня рыбу увидим. Навряд ли этот ролик вообще выйдет в свет. Здесь вот был у нас налим большой. С Ромкой мы подняли его на 4600 или сколько. Он обнадежил. Я еще оставил палки. Но, как оказалось, все зря. Вон. Нету натяжки, нет. И все живцы на месте. Вот так. Вот так вот все перепутали. Ладно, потом разберусь. Если что-то сегодня попадется, это будет чудо. Чудо чудное. Диво дивное. Походу, чуда не будет. Все, последняя палка. Здесь на верхнем участке. И там внизу еще. Внизу, наверное, даже сегодня поднимать буду. Живцы кончатся и буду поднимать. На мели там оставлю 5 палок, остальные подниму, наверное. Не дождались. Да ладно. Вот и чудо. Вот оно, чудо чудное. Диво дивное. Все три сработали. Вот тебе и глухозимие. Налимчик на полкилограмма где-то. Ясь, долгожданный язечек. Вот он. Надо ж так, а. Справа палки пустые, слева палки пустые. Так. Этого пока оставим в качестве живца. А этого вон. Даже он какой брюхатый, он еще не рестился, ничего. Он полный икры или что там, молоко у него. Вот это чудо так чудо.
Я уже без всякой-то надежды проверяю. Все живцы целые были, все, до единого. А тут все 3 живца. Один налим, один язь и один мелкий налимчик, которого временно я сейчас использую в качестве живца. Если он выживет, следующую проверку, когда буду поднимать уже палки, я его выпущу. Ну, если не выживет, значит не выживет. Значит, он бы и сейчас не выжил. А так мы посмотрим, короче, если будет жить. Вот чудо произошло. Где рыбки? Я говорю, эта печора уже издевается надо мной. Все, уже решил поднять, уже нету палок. Бац! Главное, ни слева, ни справа, ничего. Вот проверил уже палки, ни одной поклевки, все живцы были. Тут на тебе, все 3 сработали. Янцикадан. Значит, опять у меня появилась надежда. Ну, как ни крути, следующая проверка все равно будет крайней, последней. До весны будет последней, потому что живцов нет. Или, если уже конкретно попадет налим, несколько штук крупных, то придется ловить ершей и ставить заново, тогда порыбачим. Так что все покажет следующая проверка. Так, переехали на второй участок. Вон здесь 5 палок у нас. Начало темнеть уже. И улов у нас уже есть. Налим и язь нас обнадежили. Так что теперь опять у нас появилась надежда. Опять поднялось настроение. И все хорошо. Я так думаю, что-нибудь да еще мы обязательно увидим. Поехали. Поедем, красотка, кататься. Глухозимье, да не совсем. Так, здесь у нас ёрш живой, никто его не брал. Второй ёрш кулома. Ладно, пока отпускаем, разберемся. Пойдем. Я вторую палку сразу приготовил, чтобы камера не успела замерзнуть. Давай здесь посмотрим. Там никто на ершей даже внимания не обращает. Ни малявок не любят, ни ершей. И здесь никого. Так что рано радовались пока. Ничего, у нас еще 3 палочки есть. Приготовил сразу все 3 палки. Сейчас одним махом быстренько проверим, потому что начало холодать, подмораживает, дует северяк, наверное, уже градусов 25, не меньше. Ну, чувствуется все 30 уже, конечно, но 30 пока еще точно нет. Вот быстренько проверим. Что-нибудь может клюнет. Нет, здесь нет. Ёршик живой. И натяжки нету. Малек там целый. Здесь никого. День, как видим, до сих пор еще очень короткий, но уже повернуло уже на лето. С каждым днем теперь на несколько минут он уже все длиннее и длиннее. Январь пройдет, февраль уже заметно будет, где-то на час, возможно, будет день подлиннее. Здесь тоже никого у нас. И можно будет в феврале уже дергать на лесную речку. Так-то мы 15-16 января начинали, когда Калина был жив. У него день рождения было 15-го. Здесь что у нас? Блин, сердце ёкнуло. Бутылка. И мы как частенько открывали сезон именно на Сашкин день рождения. Сашки не стало. И перестал ездить. В январе начинаю только уже. Так, эту бутылку, наверное, здесь мы оставим. Что-то небольшое даже есть. Что-то небольшая натяжечка есть.
Это вот такой вот налимяка. Небольшой, ну и не маленький, и не живец уже. Чуть меньше того, 2 штуки, получится отличная жареха. Как мы видим, тоже на последнем крючке поклевочка. Так, это пока хозяйство все оставляем. Все. Вот еще один плюс. Налимяка молочный. Даже 400, 350 где-то может быть грамм. Пойдет. О, полная сковородка уже будет 100%. Так что Енцекадан. Еще мы и с уловом. Еще не 0. От 0 ушли все равно. И еще даже не вечер. У нас еще там 5 точек палок на том берегу есть. Может быть там что-нибудь. Ну там надежды, наверное, вообще нет. Но на этих тоже не было. Но как мы видим, клюнуло же. Так, ну что, посмотрим, что у нас на этом берегу творится. А на том берегу так же пусто, как и на этом. Никого. Живцы целые. Нет, один подохший. Надо будет поменять потом. Ладно. Потом поменяем. Сначала проверим парочку хотя бы. Натяжечка. Что-то есть. Язёк, что ли? Нет, налимчик. Вот Енцекадан. Вот такой вот. Этот уже чуть крупнее. Грамм на 600-700 может быть. Так. Тихо будь. Тихо будь. Так. Вот такой вот налимяшечка. Ну, у нас тут даже на одну жареху сейчас не влезет. Если еще один такой же пару жарех будет 100%. Так что не все так уже плохо. Не совсем зима-то не совсем глухая. Немножко слышит еще. Вот Енцекадан. И на этом берегу налимчик есть. Фу. Еще луночка готова. Еще одну палочку отдолбили. Вроде бы и засыпали с Серегой тогда. Снег уже твердый был. И... Так, здесь у нас натяжка есть. Что-то небольшое клюнуло. Что там, кто там? Язёчек. Язёчек, дружочек. От Енцекадан. А? Кто сказал, что глухозимие? 3 налима, 2 язя. Вот террас. От Енцекадан. Ну, если честно, я даже не ожидал. Думал, все, конец. Нет, еще. Еще даже не конец. Так что, не знаю, не знаю. Мальков, правда, нету. Были мальки, можно было бы еще порыбачить. А так неплохо. Для этого времени нормальный улов. Так. Ну, а здесь что у нас? Опа, здесь у нас тоже натяжечка. А. Ух, это что такое? Язь. Язь и налим. Вот это что за гирлянда такая у нас? Вот такой вот язёк. И налим окочуренный. Удавил сам себя. Задушил. Ну, туман пойдет. Туман, ой, как любит
рыбоед еще редкостный. Так. Ну, блин, сейчас опять крючок сломается. Капитально заглотил. Видать, мой был 100%. Так. Фу, ну вот, наконец-то на сегодня кончилась наша долбежка. Вроде бы сильно не замерзло, но засыпали твердым снегом и по краям все стянуло. И все равно каждую лунку приходится края отдалбливать. Так, ну что, смотрим. Клюнуло у нас напоследок что-то или нет. Так, малек живой. Второй живой. И третий живой. Вообще никого здесь не было за эти 2 дня. Так. Нет, так и нет. Раз уж решили мы как минимум сделать еще одну проверку, так что вам еще шанс есть. Ну и последняя палка на сегодня. Ну давай налим. Сегодня у нас на той последней палке на верхнем участке обрадовал. Здесь, к сожалению, нет. Ага, крючок пустой, второй пустой и третий живой. 2 малька кто-то скоммуниздил. Так, ну чё, закончили еще одну проверочку. Сейчас это дело все наживим. Что я могу сказать? Вы сами видели, какое было начало. Я уже думал, ролика этого не будет. Но потом все изменилось. И даже довольно-таки неплохо. Вон, 1, 2, 3, 4 налимчика. Это где-то пару жарех. И 1, 2, 3 язя. Чего уж не ожидал. 2 проверки, вообще ни одного язя не было. А тут вон клюнуло. И это во время глухозимья очень даже хороший улов. Тем более, что мы больше половины палок уже подняли. Так что точку пока мы не ставим. Как минимум 1 проверка у нас будет. И по результатам той проверки порешаем. Основную часть, конечно же, поднимем. Но если получится поймать ершей, 5 палок я все-таки, наверное, оставлю для мониторинга. Возможно. Не будем ничего загадывать. Будет день, будет пища. Все будет зависеть от последней проверки, как она себя покажет. Все-таки глухозимье должно прийти, я так думаю. Пару недель должно вообще не ловиться, как обычно бывает. А там видно будет. Ну, вот и все на сегодня. Всем спасибо, друзья, за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Повторюсь, в первую очередь все фильмы выходят на Дзен Премиум. Подписка стоит 100 рублей, но зато вы получаете в первую очередь просмотр фильмов и без рекламы. Ничего не мешает, рекламы нет. Сели, посмотрели и в первую очередь. Потом идет через день на Рутубе, потом еще через день на ВК-видео. Ну и в последнюю очередь выходит это все на Ютубе. Когда-нибудь на Ютубе и этот ролик вы посмотрите. Вот, теперь точно все. До новых встреч. Увидимся.